В Доме профсоюзов состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений между Министерством образования и науки и профсоюзом образования. В рамках Года здоровья сберегающих технологий состоялся второй республиканский туристический поход членов профсоюза образования, учителей и образовательных организаций со всех районов республики. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В Доме профсоюзов состоялось заседание Республиканского координационного совета уполномоченных по правозащитной работе первичных профсоюзных организаций. С приветственного слова председателя Организации профсоюза образования Даутхана Герзелиева началось в Доме профсоюзов заседание Республиканского координационного совета уполномоченных по правозащитной работе первичных профсоюзных организаций. Коллеги, основная наша сейчас деятельность правозащитной работы, основная, с чего мы начинаем, конечно, это заключение коллективных договоров. Сегодня Мухаммад более тщательно, подробно и детально все вам расскажет. Отныне я хочу вам еще раз объявить всем и представители здесь, коллеги, значит, мы будем заключать коллективные договора в торжественной обстановке. Просто так зайти с договором, с проектом к директору, подписать и выйти, так больше мы не должны позволять себе. Значит. Это действительно праздник сегодня, это определенная работа двухстороннего формата комиссии, правкома и со стороны работодателя, где-то проекты идут, реально будет работодатель видеть, что он подписывает, на что он, как говорится в народе, подписывается. В своем выступлении Даутхан Хизирович отметил, что коллективный договор – это основной документ, по которому регулируются отношения работодателя и работника. Принятию его необходимо придать торжественность и обязательно ежегодно проводить итоги выполнения условий договора. Подчеркнул, что благодаря предпринятым действиям министра образования и науки Чеченской Республики Идриса Байсултанова была ликвидирована задолженность по выплате учителям компенсационных выплат за коммунальные услуги. Мы официально вручили всем председателям правозащитников с каждого района 20 человек удостоверение. Они на общественных началах будут вести правозащитную деятельность. Наградили особо активных четверых наших активистов. Обсуждалась, конечно, реализация и заключение коллективных договоров. Отныне мы дали установку, чтобы заключались коллективные договоры в торжественной обстановке, чтобы реально, значит, работодатель видел, что он подписывает. Проекты обсуждались конкретно и ежегодно проводились профсоюзные собрания по отчетной деятельности тех гарантий, установленных в коллективных договорах. Заведующий правозащитным отделом Магомед Исраилов подробно рассказал о порядке заключения коллективного договора, о требованиях по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, о необходимости создания двухсторонней комиссии при составлении договора. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, связанные с процедурой заключения коллективного договора, обращайтесь в свои профсоюзные представительства, либо к нам сюда в Рессовет, в частности правозащитный отдел. Это наша работа. Когда вы обращаетесь в профсоюз, либо к своему представителю, вам никто не делает одолжения, мы обязаны вам оказывать эту помощь. Поэтому и знаете свои права и внутри профсоюза также, и обращайтесь, получайте консультацию, помощь, если она вам будет необходима. Далее Исраилов остановился на вопросах оказания профсоюзам помощи учителям, желающим пройти аттестацию на установление квалификационной категории. Мы уже несколько лет проводим семинары по подготовке педагогических работников к процедуре прохождения аттестации на установление квалификационной категории. Сегодня уже пару лет как несколько усложнилась, на наш взгляд, процедура прохождения аттестации. Почему? Потому что изначально было всего лишь 75 общих вопросов, сегодня их целых 390. Приятным моментом заседания явилось вручение уполномоченным по правозащитной работе удостоверения. А наиболее отличившимся в профсоюзной деятельности были вручены нагрудные знаки за активную работу. Мы рады сегодня вас приветствовать на нашем втором туристическом походе, который посвящен. В этом году у нас отмечают знаменательные даты. Это 70-летие
нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также год объявлен Общероссийским профсоюзом год здоровья сберегающих технологий. И мы хотели этот поход посвятить еще, конечно, самому такому еще событию, одному Дню учителя и Дню воспитателя. Октябрь радует теплой погодой, профсоюз образования решил, что нельзя упускать этот шанс. В рамках Года здоровья и здоровьесберегающих технологий состоялся второй республиканский туристический поход в горные районы членов профсоюза образования, учителей и образовательных организаций со всех районов республики. Сейчас мы занимаемся организацией именно подготовки к нашему предстоящему турпоходу. Вот сейчас группа ознакомливается с тем, как нужно ставить палатку для того, чтобы импровизированный небольшой лагерь. Дальше у нас по программе официальное открытие, и мы пойдем вот в эту сторону, в сторону Харачоевских водопадов. А пока вот сейчас такой организационный момент. Поход планировался в Веденский район к Харачоевским водопадам. До начала подъема участниками был разбит лагерь, где прошла церемония открытия и ознакомления участников с местными достопримечательностями. Мы сейчас находимся в селении Харачово, Веденского района Чеченской Республики. Прямо от нас находится гора Чармойлам, идущая прямо до Альпийских гор. А это мы видим гору, идущая дорога, смотрите вот сюда. Она называется Царская дорога, то есть идущая прямо до перевала Ботлих и оттуда в Ледяной Ам. Это было построено в 1703 году после экспедиции Александра II. То есть он сам приказал построить эту дорогу, чтобы мы могли свободно передвигаться туда, осмотреть все достопримечательности нашего региона. И при том оттуда прямо идет тропа до Шатойского района. После того, как мы установили лагерь, сейчас группа выдвинулась, и мы идем в направлении Харачоевских водопадов. Идти нам пешим маршрутом 1,5 километра в один конец, в одно направление. Так что с расчетом на то, что за час мы дойдем, с таким расчетом мы вышли. И одно препятствие у нас есть, нам нужно будет переходить речку вброд. Так что постараемся, чтобы все прошло нормально на высшем уровне. Наш поход продолжается, мы еще не достигли своей окончательной точки. Маршрут очень интересный, живописный. Многие очень давно не были здесь или вообще не были. Для людей это открытие о том, что вот такие красивые места есть в нашем крае. Мы рады, что мы сегодня это посетили. Вот наши участники движутся дальше. Идем дальше. Подъем к водопадам длился 2 часа, и все время дорога петляла по горам. Участники похода в общей сложности к водопадам и обратно прошли пешим ходом более 5 километров. Я работаю учителем в селе Гилдаган, меня зовут Анжелика. Я сегодня под невероятными впечатлениями. Спасибо огромное профсоюзу, который нам подарил такой подарок на День учителя. Это круто, спасибо большое.
Это конечная точка нашего маршрута. Весь маршрут мы преодолели, очень интересно. Мы посмотрели много достопримечательностей, здесь водопады, посмотрели красивые места. Всем очень понравилось. Теперь мы двинемся обратно. Длина нашего маршрута 1,5 километра в один конец. Теперь мы пойдем обратно 1,5 километра и там сделаем небольшой привал. У нас будет обед, и мы двинемся обратно домой. Участники похода не только ознакомились с историческими местами республики, но также получили новый заряд бодрости. Такие вылазки укрепляют командный дух и налаживают отношения в коллективе. Я сегодня попала на этот замечательный туристический поход, второй туристический поход. И у меня очень много сложилось хороших впечатлений. Самое главное, организация была на высшем уровне. Очень хорошо организован сам поход. И места замечательные. Вот в этом горном крае можно увидеть, если вот окинуть взгляд, то можно увидеть все цвета осени. Я не предполагала, что осень в горах может быть настолько красивой и настолько завораживающей. И люди вот в селениях замечательные. Впечатлений осталось очень много. И главное, очень много радует, что в сегодняшнем походе было очень много молодежи. Мы покорили эту вершину. Мы прошли такой большой, довольно-таки большой путь. Общая протяженность нашего пешего похода была где-то приблизительно 1,5–2 километра. Группа состоит из 30 человек. Это представители всех районов нашей республики, учителя, члены профсоюза. Я председатель первичной профсоюзной организации в школе, и имею ли я право на кратковременное освобождение от основной работы для участия в мероприятиях, организуемых и проводимых профсоюзом? Да, имеете. Это право закреплено в 374 статье Трудового кодекса, в которой сказано, что члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в работе созываемых профсоюзом съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов, а в случае, когда это предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты временного участия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором. Также аналогичные гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов, закреплены в 25 статье Федерального закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Что такое методический день и как учителя имеют право им пользоваться? Методическим днем называют свободный от занятий день, а его наличие у учителя зависит от расписания уроков в школе. Как правило, расписание уроков составляется с учетом того, чтобы не перегружать учащихся и одновременно экономить время учителя. Свой свободный от уроков день, то есть методический, учитель не обязан присутствовать в школе и предоставлять каких-либо отчетов администрации школы о том, где он был и чем занимался в этот день. Исключением являются случаи, когда учитель задействован в запланированных общешкольных мероприятиях. Там его присутствие обязательно даже в его методический день. Мой дом отключили от газоснабжения из-за наличия большой задолженности. Имеет ли право организация, поставляющая газ, производить отключения в отопительный сезон? Прежде чем отключить газ за неуплату, газовая служба обязана уведомить пользователя 2 раза – за 40 дней до намеченной даты и за 20 дней. То есть собственнику домовладения таким образом дают время для решения вопроса погашения задолженности. Если ничто не изменится за этот период, тогда газ отключат, и такое право у них есть. При отключении газа должен быть составлен соответствующий акт. Если вышеописанные процедуры не были соблюдены, то отключение газа незаконное.
В Доме профсоюзов в начале октября состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений с содержательными докладами о реализации отраслевого соглашения между Министерством образования и науки Чеченской Республики и Чеченской республиканской организацией профсоюза образования на 2019-2022 годы. Мы сейчас по уровню охвата профсоюза коллективными договорами, соглашениями. Мы догнали практически все регионы и являемся безусловным лидером в этом вопросе. В этом, конечно, безусловно, заслуга нашего первого президента, героя России Ахмата Кадырова. Надо тут же отметить, что своим указом, в то время его должность называлась президент Чеченской Республики, нынешний глава Рамзан Ахматович, и он в 2008 году в апреле подписал указ номер 163 28 апреля о взаимодействии органов государственной власти Чеченской Республики, администрации районов, городов, работодателей с профессиональными союзами и их объединениями. То есть он своим указом дал дальнейший толчок как развитие системы профсоюзного движения вообще в республике, так и дальнейшее развитие системы социального партнерства. Это крайне важно, чтобы человек был защищен, чтобы вовремя получал заработную плату, чтобы его рабочее место было безопасным. А для этого должно быть взаимодействие всех трех сторон, усилий всех сторон. Выступили со стороны социального партнерства председатель профсоюза образования Даудхан Герзелиев и заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ахмед Усманов. Отрадно отметить то, что заседания трехсторонней комиссии в республике носят в большей части, наверное, такой отчетный формат работы, потому что у нас нет тут спорных моментов, нет недопонимания. Мы активно взаимодействуем в рабочем порядке с профсоюзом, и соответствующие текущие вопросы решаются в оперативном формате. Заседание проходило под председательством Хусейна Салтагиреева, председателя Федерации профсоюзов Чеченской Республики. В нем также приняли участие Тимур Алиев, помощник главы Чеченской Республики, Эльдар Умаров, первый заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, Дани Гилаев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Чеченской Республике и другие члены Республиканской трехсторонней комиссии. Наш мир вступил в непростую достаточно фазу, такую сложную фазу своей жизнедеятельности, эти глобальные эпидемии, угроза масштабной экологической катастрофы. Все это приводит к некой напряженности между государствами, внутри государств, внутри корпораций, между работодателями, работниками и так далее. И все это в итоге отражается именно наименее, наверное, незащищенном человеке, на человеке труда, на работнике. И если даже взять не нашу республику, с учетом нашей специфики, казалось бы, и в целом мире, мы знаем, что есть некая динамика обращения именно соответствующие организации именно по защите социальных гарантий, по защите интересов прав именно работников. Руководитель Чеченского профсоюза образования рассказал о проделанной работе профсоюзом за истекший период и намеченных задачах на перспективу. Остановился на наиболее масштабных мероприятиях, таких как оказание помощи учителям в подготовке к аттестации на установление квалификационной категории, в решении социальных вопросов по итогам проведенного диалога с учителем, установление в общеобразовательных организациях 12 комнат психологической разгрузки, выделение на льготных условиях путевок на санаторно-курортное лечение, материальная поддержка семей учителей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и другие. В рамках нашего соглашения проведена конкретная работа, это как диалоги с учителями, диалоги с преподавателями. Было опрошено большое количество, более 22 тысяч педагогов на добровольной основе. Они изъявили желание от вопросов социальных, бытовых своих. Практически все эти просьбы реализованы. Практически 85-87%. Дополнительно эти вопросы решаются и будут реализовываться. Мы планируем провести теперь диалог с обслуживающим вспомогательным персоналом, это техперсонал, это, рабочие, технички, в общем, большой спектр не педагогов. Также наиболее значимым и резонансным явился мониторинг по заработной плате, проведенный профсоюзом совместно с Министерством образования Чеченской Республики.